Маждал, сам свернулся. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Сегодня у меня стирка, уборка. Вот, с утра, ну, можно сказать, не с утра, пораньше. Сейчас, по-моему, где-то около 10-11 часов дня, уже даже не утро. У меня сегодня... Так, вынесла неделю тому назад цветы, но немножко получили они у меня ожог. Но уже новые листочки появляются, видите. Я просто слишком близко их поставила туда к солнцу. Но ничего, они сейчас привыкнут. Куплю им сегодня, наверное, скорее всего, после обеда хочу поехать купить удобрение какое-то, чтобы их удобрить. Так, стираю сегодня одеяло, свои теплые одеяла. И вы можете представить, вот этому вот одеялу 17 лет, если не все 18. Таких два у меня одеяла. Они такие толстые. И вот, ну, не портятся ничего. Теплые. Вот что значит качество. Это когда мы на второй год, как сюда переехали, я поехала в Хасавюрт. Это в Махачкале. Ну, все, наверное, знают, что там постоянно, ну, хорошие рынки, дешевые рынки, оптовые рынки. И оттуда привезла себе постельное белье, ну, все, что нужно по хозяйству. И с тех пор вот эти вот два одеяла, еще одно у меня должно постираться. А это уже Василек. Одеяло от Василька. Ничего, тоже нормальные. Ну, хочу уже убирать их, потому что жарко уже, одеяла не нужны. Вот как-то так. Подмела там, убрала. Это тоже Василек. Вот это вот верблюжье вообще очень здорово. Очень хорошее одеяло, друзья. Качество хорошее. Сейчас ни реклама, ничего. Сами знаете, что пока от Василька я ничего не получаю. Это тоже Василек. Тоже и одеяло, и покрывало. Но оно тонкое. И им можно и перекрываться, когда прохладно. Все-таки ночи бывают прохладные. Но вчера была такая жара невыносимая. Если бы сегодня еще такой жаркий день был, то было бы вообще что-то. Но сегодня, видите, так пасмурно, но тепло все равно. Тепло, но все равно очень комфортная сегодня погода. Вчера я чуть ли не таяла. Мама говорит, Мадина вчера, когда здесь была, мама говорит, ты вообще жару не переносишь. В последнее время я вообще, друзья, действительно не переношу просто жару. Так, это в коридоре, ну, в прихожке у меня лежала дорожка такая ковровая. Ее надо будет постирать. Ну, скорее всего, сама я постираю. Одну эту дорожку сдавать в химчистку тоже не хочется. Хотя есть у меня еще и ковролин с этой комнаты. Может быть, вместе и сдам, чтобы не мучиться, не стирать их. Я уже давно не стираю ковры. Сдаю в химчистку, они прекрасно их чистят. Ну так, а так, походу, посмотрим. И сейчас мне нужно почистить двух петушков. Хотела их для себя, конечно, но одна моя и подписчица, и ну, покупала она у меня, по-моему. Очень попросила больному дедушке. Нужны петушки. Именно почему-то петушки она сказала, или потому что кур обычно не продают же кур домашних. Я говорю, ну ладно, двух петушков. Как раз у меня есть, я говорю, лишние петушки. Курочек только 10, по-моему, а петушков у меня аж 4, получается, да. Я говорю, хорошо, двух продам. Двое остались у меня, двоих вот и Брашка мне убрал. Пойду чистить. Ну, вот так вот. Куда это? Куда? Типа на работу. Типа? А почему типа? Лучше бы на работу, а не типа. А? Потому что как только я закончу эту работу, я устраиваюсь на другую. Ну, давай, счастливо. Ихнятка. Пошел. Как бы он сейчас будет делать какую-то работу, потом его принимают на работу. Ну, и одновременно будет учиться и работать. Так что Ибрагим у нас тоже будет немножко занят. Ну, работа такая не физически, по профессии. Так, вот видите, петушок. У меня 2 арпингтона, курочки, но нет такого петуха. Вот он с этими 2 курочками у меня ходит. Так, ну вот мои цыпки в брудерах. Ай, сколько они корма вон выкидывают. Не знаю, еще поддоны не убирала, но сегодня не буду убирать, у меня нет времени, ничего еще не критично. Ну, я имею в виду вот поддоны. Так, вот так вот подвешиваю им травку. Это листья одуванчика. Вот так вот они подпрыгивают, едят, и это очень хорошо.
Сегодня холодно, поэтому включила им лампочки. Вчера и лампочки отключила. И тут у меня титан, котельный титан отключила. А сегодня уже им холодно, видите, греется. Вот так вот они клюют травочку. Это бройлерные, французский бройлер. Вот, это у меня индейка, белая широкогрудая. Так, и серая северокавказская, да. И две бронзовые такие вот. Это обычная домашняя птичка. Ну и немножко тут брамы. Ну или лохмоножки. Я не думаю, что это чистокровная брама. Скорее всего, просто лохмоножки. И немножко тут серебрянок у меня. Что-то мне показывает. Что это такое? Ага, вот резкость навела. И серебрянок 10 штук у меня тут. Ну, такой вот разнобой. Пока им в клетках нормально, еще не тесно. Но попозже уже будет тесновато. Ну, уже попозже, дней через 10, их можно будет и на уличку. Хотя уже можно, но у меня нет пока клеток. Так, ну вот эти вот постарше. Они тоже хорошо клюют вот эту вот травочку, одуванчики. Сейчас у них идет пропойка. По пропойке у них идут витаминчики. Это тоже обычные, это мои свои домашние. Тут 10-14, по-моему, цыплят моих домашних и 10 вот этих вот лохмоножек, как вы видите. Вот. Ну-ка, Дима, мой человек. И один у меня вон там курчавый получился. Вот так вот. Машалла, мои красавицы, да, растут? Вот. Они вот так вот, когда подпрыгивают, вот когда они вот так вот подпрыгивают, подтягиваются, это тоже очень полезно цыплятам. И вот листья одуванчика тоже очень полезно. В принципе, даже листья одуванчика делают салаты людям, говорят, тоже полезно. Вот так вот. Птичка потихонечку растет. И на 3 мая я еще заказала 20 вот этих вот французских бройлеров. Потому что тут, в принципе, иногда даже больше бывает петушков, поэтому петушков я сразу же в 3-4-месячном возрасте, если даст Всевышний, они вырастут, петушков беру, а курочки уже останутся на зиму. Видите, вот клюют и выклевывают на пол. Вот надо им это, а? Корма тратит много. Свет у меня у них, в принципе, если не этот, то просто общий в комнате горит круглые сутки пока. И еда и вода у них тоже круглые сутки. У всех причем. У всех. Вот так вот. Поклевываю травочку. Эту склюют, потом еще чуть-чуть повешу. Вот так вот. Ну все, пошла я дальше. Так, девочки, приехала смотреть саженцы. И вот такая тут красота. Уже не знаем, что и выбрать. То, что мне понравилось, к сожалению, не может расти на солнышке. Они не так понравились. А я хочу с солнечной стороны посадить. Вот эту вот очень понравилось, но она тенелюбивая. Короче, вот так вот. Чего только нет. Пока ставила жви. А вот эти вот. У нас есть Карл, она подушкой растет. Невысокая, да? Да. Есть приплющенный волос и вообще немножко разрастается. Ну, на сколько высоту? Высота 40 сантиметров максимум. Совсем низкая, да? Конника, саница, яркий прирост очень часто. А это что? Это у нас клен краснолистный. Клен? Да. А он Кустовый растет. кустарник. Да, кустообразно формится. А что красный цветет? Нет, просто красный. красный. Лист у него такой. И сколько он такой? Эти по 1900 идут, чуть побольше, вот такие клены по 3500 и на штанге есть.
Ага. А это что? Это фатиния. Фатиния обычно вот вегетационный период, когда прирост стоит осенью, весной, красный бывает. А так он вечно зеленый. Брискли это бывает очень хороший. И по цене они такие нормальные. А вот это вот что? Это у нас глаука глобоза, которая растет подушкой. А стричься ежете, он может до 2,5 нарасти высоту, а так в основном А, это формирует. то, что я показала же, да? Нет, то, что вы показали, это крупная глаука и просто высокая, да. Ага. легко лежи. А это глаука глобоза. И сколько она стоит? Это подручно. О, доктор. 11 11 900, 900. Но да. есть вот эти зато как альтернатива. По А это что 2 вот это 500. вот? Это кипарисовики. Это на любителя, короче. Кустарник. Он тоже. такой маленький, карликовый всегда бывает. Ага. Ну, его можно лучше, наверное, в этом горшке выращивать. Можно да? горшки, можно так, клумбу, только спереди хосфорус. Так. А цветы есть? Гвоздика и гортензия остались пока. Может, на следующей неделе заказанные как раз по цветущие. Магнолии есть цветущие, кстати, вот на бутоне. Где? Вот магнолия. Бутоны. И сколько такая? И типа 5300, но они на штампе. Есть вечно зеленые тоже магнолии. А это ж гортензия? Это гортензия метельчатая. Где? Сох. По 1500 они кусты. А папоротник есть? 5. Так, мои дорогие, вот, смотрите, я же вам говорила утром, что собираюсь поехать в город, чтобы купить удобрения для своих комнатных растений, и, ну, для чего, кое для чего. И сидели за обедом, я смотрю, рассматриваю растения, ну, уже несколько раз уже сыну показывала, а он мне все время, я не люблю хвойные, короче говоря, он не любит, да, хвойные деревья. Но, видя, что я так часто рассматриваю и растения, и это, я стала собираться. Он говорит, ты куда? Я говорю, да вот надо купить комнатным цветам удобрение. Он говорит, ну давай поедем, посмотришь, может быть, что-нибудь купишь для себя, ну, посадить. Я такая довольная. Я говорю, а что? Я говорю, а у меня денег нет. Он говорит, ну, деньги у меня есть, давай поехали. Короче, ну, он сначала сказал, чтобы я заказала, вот, что смотрела в WhatsApp. А я говорю, а может быть на рынке дешевле будет? Поехали на рынок. Вы знаете, на рынке не было дешевле, честно вам скажу. Поехали уже, вот узнали, старший сын мне скинул, что еще в одном месте продаются. И вот такой вот подарок сегодня нежданчиком, сюрпризом, можно сказать, я получила и очень довольна. Вот такие вот туи. Ну, я еще хорошо в них не разбираюсь, конечно. Вот купил 2 штучки такие. Вот, и как видите, вот эту мы купили. Она невысокого роста, как она сказала. Такая шаровидная получается, хвойное такое деревце. И вот эти вот высокие. Но их можно стричь, чтобы невысоко росли. Дело в том, что я там в ролике показываю, она мне очень понравилась, но мне нельзя... сейчас скажу где. Короче, вот такие вот. 2, 4, 6, 7 штук он мне подарил. Вот эта вот вся красота нам обошлось 7500. Ну, еще, конечно, нужно. И сейчас я вам скажу, где, что, почем и почему. И, мои дорогие, вы знаете, если кто-то хочет, ну, жителям Ингушетии, конечно, если вдруг вам понадобится номер телефона, понравились вам там какие-то растения, то я оставлю в описании, наверное, потому что в закрепленном комментарии у меня номер не сохраняется. Я в описании обязательно оставлю ее номер, чтобы вы могли, если хотите, у нее есть и Инстаграм, может быть, кому-то захочется купить. Это мне никто не платил, мне никто не просил, я эту девочку не знаю, если честно. Просто первый раз мой сын увидел объявление где-то, что вот есть на дому растения продаются. Просто он мне переслал, потому что я интересовалась. Вот, если что, я оставлю вам. Может быть, кому-то понадобится.
У нее было очень много там растений, вы сами видели, конечно, и дорогие, и дешевые. Хотелось бы, конечно, но мы взяли по своим деньгам. Вот так вот. Это же очень красивое растение, прям. Не фокусируется, да? А, вот сфокусировалось. Красивое, красивое. Это тоже красивый. Вот. И они симпатичные. Вот такой мой подарок от моего сына. Я действительно очень рада этому подарку. Так, значит, смотрите, куда я хочу все это сделать. Вот этот вот периметр, вот видите, вот весь который идет, вот он идет. Вот эта полоса, вот эту полосу хочу все-таки посадить. Мы долго ничего не сажали во дворе. Сами знаете, вы мне многие говорите, почему у вас нет деревьев во дворе. Видите, это мне нужно обработать обязательно. Но Ибрагим, наверное, мне это сделает. Гербицидом все обработать. И вот мы уже приехали часа 2, наверное, как мы приехали. Я уже успела поработать, устала жутко, но хочу тоже все это показать вам и объяснить, что и как. Да, мне тоже всегда хотелось. У меня был прекрасный палисадник, мне не дадут соврать. Но как только построили соседи вот этот вот дом, палисаднику, конечно, моему пришел конец. Ничего практически не растет. И поэтому вот как-то так здесь сажать ничего не могу. Вот, ну и там, в принципе, сажать ничего нельзя было. И говорили пацаны, не сажай. Потому что, ну, не буду говорить. Планы, конечно, наши планы и планы Всевышнего не совпали. А здесь нужно было и нужно потом по ходу, как у них получится, сделать навес. Будет здесь такой большой. И, наверное, еще 2 комнаты. Скорее всего. Ну вот когда это будет, это уже вопрос. Поэтому здесь, если сажать что-то, то нужно много земли покупать, потому что здесь очень много щебня. Потом двор мы поднимали. Здесь очень много щебня. Здесь и сейчас сюда нужно положить щебень. Видите, этот весь желтый, розовый щебень. Он уже у нас истрепался. Нужно покупать, наверное. Скорее всего, у нас будет тот же щебень во дворе. Поэтому здесь сейчас даже как на какое-то время, если делать палисадник, то это большие расходы. Это нужно минимум 2-3 машины чернозема. Машина чернозема стоит сейчас 7000, я узнавала. И поэтому не получалось у нас. Что поделать? Не получается, не получается. Вот. А теперь вот я хочу здесь сделать пока. Чернозем тоже покупать не будем. Просто сделаем ямки. У меня хорошая земля в огороде. Именно в эти ямки, в лунки, которые мы сделаем для этих растений, хорошую землю положим и ничего. Так, холодно, цыплят я уже забрала. Тут тоже нужно посадить. Тут тоже очень хороший будет палисадничек. Или цветы посадить, или я вот сейчас соображаю, может быть, кустарники я посажу. Может быть, ну, если хотя бы даже одно дерево посажу, то уже, в принципе, будет тень и ничего другого не вырастет. Скорее всего, будут кустарники. Ну, посмотрим. Это тоже не в этом году. Сейчас пока хочу вот эту вот полоску сделать. И дело в том, что почему я не хочу высокие там ели, туи. Ну, потому что у нас и так в комнатах темно. У меня даже комнатные растения нормально не растут. Из-за того, что очень темно. Это все, что осталось от моих комнатных растений. Их тоже у меня было уйма. Все мои комнаты были уставлены комнатными цветами и такими прекрасными. Они все просто уже не выдержали после того, как вот был сделан вот это вот по всему дому этот навес. Потому что с такого прямых солнечных лучей в дом не попадает. И темновато получается в доме. Ну, этих тоже я что-то вот вынесла. Думаю, может быть, здесь им светло будет. Но, по-моему, я их погубила, мне кажется. Ну, в принципе, они и так еле-еле держались, эти комнатные растения. Может быть, я их даже и уберу, скорее всего. Потому что, ну, не растут они там. Хочется, но не растут. Я терпеть не могу такие искусственные цветы. Ну, наверное, придется мне в доме поставить уже искусственные цветы, потому что не растет там ничего. А эти посмотрим, приживутся или нет. Раньше у нас все приживалось, я не знаю. У мамы вообще все приживалось. Мама хоть палочку воткнет, из нее получалось хоть что. Но насчет того, что посадить,
ухаживать, да, я могу, но вот посадить тоже у меня не очень легкая рука. Вот у мамы очень легкая рука была, действительно, что бы она ни посадила, это росло прям вот хорошо-хорошо. Наверное, вот эти вот растения тоже я сама не буду сажать, скажу, чтобы сын посадил, может быть, у него получится лучше. Вот такие вот дела. Ну вот, покажу вам, что я сегодня наработала. Устала жутко, земля прям вот как будто бы это не земля здесь, а бетон, настолько твердая земля. Так, и что? Как видите, столько было сорняка. Вот эта вот трава растет и растет. Я не знаю, что это такое, но от нее просто невозможно избавиться. Я не знаю, как она называется. Вот это вот. У нее такие длинные корни. И видите, все тут уже как-то и болеет. И даже вот хорошо росла у меня гортензия вот эта вот. И она в этом году что-то, наверное, не знаю, она хотя и тенелюбивая, но тоже обычно хороший куст бывал, хорошо цвел. Но в этом году, видите, что-то она приболела. Пионы обязательно пересажу. Уже 2-3 куста я пересадила в тот палисадник, потому что здесь темно, друзья. Своими заказами, с этой вот беготней моей я не успеваю, честно. Вот именно из-за заказов я не успеваю, потому что заказы, вы сами знаете, что и заказы, и мальчики, да, мне многие в личку и так, и пишут, вам нужна сноха. Ну, от того, что она мне нужна, это не значит, что она у меня будет. Не знаю, не могу пока. Не могу добиться, чтобы они женились, значит, не время. Так, магнолия у меня. Вот там, где в ролике, наверное, вы видели, магнолия была с красным таким цветком, да. Вот эта моя магнолия отцвела белыми цветочками. И мне ее тоже сказали, вот только она отцвела несколько дней, как отцвела, чтобы я ее пересадила более на солнечное место. И, скорее всего, туда и пересажу куда-нибудь. Пускай будет там, да. Так, что-то у меня неважно чувствует себя. Розмарин вот этот вот. Это лаванда. Я ее так... Она разошлась, прям разлеглась, некрасивая была. И я ее вот два куста, один что-то побольше, один поменьше, немножко типа окучила. Вот видите, сколько работы. Это так посмотреть мало работы. Я часа 2, наверное, полола, руки болят. Лилии пересадила, надо еще пересадить. Вот это вот все растет в тени. Вот эти вот все лилии я пересажу сюда, ближе к солнцу. Вот. Видите, и тут с пионами, как будто их чем-то опрыскивали, обожгли как будто. Но ничего, я не прыскала, ничего. Вот видите, и жасмин, говорю, и гортензия такая же. Жасмин я заказала. Должны привезти мне, не знаю когда. Так, Танзила мне присылала вот эти вот розы. Вроде бы прижились. Они у меня 7 кустов роз. Я для нее снимала. Ну, что-то вроде бы... Она у меня прижилась, но потом что-то, ну вот идут вроде бы почечки, вот. Хоть и в перчатках была, руки жуткие. Но это, по крайней мере, хорошо прижилась розочка. Тут тоже надо поработать, но уже здесь как-нибудь, наверное, вот это вот скрою картонкой, чем-нибудь. И буду опрыскивать гербицидом траву. Вот роза прижилась. Вот роза прижилась. Это я травку просто положила, как бы замульчировала. Так, тут тоже розочка. Здесь розочка. Так, и вот еще одна роза. Это все мне Танзила прислала. Прижились. И вот я сажала вот такую вот розочку, заказывала на Валберисе. Я думала, все. Прислали, когда прислали, это был сухая какая-то веточка непонятная. Даже не было, ну, никакого отросточка, ничего. Но, как видите, я их посадила, отросточки пошли. Но через сколько? Через дней 15, наверное, только появилась на них жизнь. Вот так вот. И купила я плетучку, розу. Ну, тоже вот как прижилась. Вроде бы прижилась, не знаю, посмотрим. Но у меня в последнее время очень плохо с цветами. Ну вот вроде бы живой тут отросточек. Вот так вот. Ну хоть более-менее во дворе хоть убрала в палисаднике. Это сейчас все высохнет. Обработаю гербицидом. И хотя бы будет какой-то вид. Вот. Это землю мне приносили с огорода.
Я подсыпала под лилии. Что я там еще сажала? Лилии, под лилии. Пересаживала и подсыпала. Это хороший чернозем. Хороший даже перегной. Он больше перегноя, чем чернозема. Вот так вот люди показывают свои красивые палисадники, красивые ухоженные розы и цветы. А я показываю, как есть. Сорняк, да? Такая я хозяйка. Но, друзья, нет, у меня не хватает ни времени, ни сил. Просто времени не хватает. Время бежит буквально. Утром встала, вроде бы и рано встаю, вроде бы и поздно ложусь, но я как раньше, когда мне сестра это говорила, вот посмотришь, как будет, сколько тебе будет, столько мне, как мне лет. Ну, она это давно говорила, просто у нас разница большая с сестрой, она на 13 лет старше меня. Ты тоже не будешь, и успевать не будешь, и уставать будешь. Я думаю, о чем она говорит, какая разница, что там 50, что там 40 лет, какая разница, неужели так будет? Оказывается, да. Скорость не та, здоровье не то. Вроде бы и делаешь, думаешь, ну я же точно так же и раньше делала. А по времени намного меньше только успеваю. Вот. А у вас бывает такое? Напишите. В основном у меня же все подписчики моего возраста, чуть старше. Глазами хочется сделать очень много, но к вечеру понимаю, что сделала даже из того, что я наметила, и половины не сделала. Так, забор у нас вон свалился, надо тоже. Ну, его вообще надо переделывать, поэтому они пока его не ремонтируют. Его нужно немножечко. Короче, нужно поработать. Везде нам нужно поработать. Ну, пусть будет как будет. Лишь бы мы были живы и здоровы. Одеяло у меня подсыхают. Сегодня пасмурно, как будто бы, знаете, я ждала той погоды, чтобы было пасмурно, постирать свои одеяла. Еще 2 одеяла осталось. Одно в стирке. Тоже постираю, и все, теплое одеяло уберем, и уже у нас будут тонкие одеяла. Хотя сегодня так холодно, действительно. Градусов, наверное, 12, не больше. Вот такая резкая измена погоды. Вчера было жарко, душно, 28, 30, по-моему, даже было градусов на солнце. А сегодня вот такая прохлада. Ну вот, как-то так, друзья. Наверное, я на этом этот ролик выпущу как есть. Больше ничего не буду. Чтобы он был небольшой, маленький. Ворота нам нужно перекрасить. Видите, как все в плачевном виде. Но это тоже дорогое удовольствие, перекрасить ворота. По-моему, я как-то где-то в группе читала. 20 тысяч просто перекрасить ворота. Вот. Нужно выкосить эту траву. Вроде бы вчера были тут парни, но мы уже собирались уезжать и не стали их нанимать. Ну, чтобы скосить траву. Надо будет тут скосить. У нас нет косы. И нет этой электрической косы нет. Вот такая вот погода у нас. Тут у меня впереди это чужие участки, поэтому нет никаких растений, деревьев. Потому что всегда мне пишут, почему у вас там нет деревьев. Вот смотрите, где люди живут во дворах, везде есть деревья. Где живут. Вот желтый дом, который, видите, сколько там понасадили. Но это маленькие еще. Они только года 2, по-моему, как въехали, 3 максимум. Ну, вот они сразу же тоже посадили деревья, растут, все хорошо. А это чужие участки. Тут просто когда-то люди приедут и будут жить. Не знаю, тут очень много участков пустых. Так, сейчас я вам скажу, сколько, да? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, где-то 5-6 участков пустых. Вот. Пока они, конечно, ничего не посадят. И что-то тоже я хочу здесь тоже какие-то деревья. Смотрела, не знаю, что же посадить. Я же хотела березы, а вы мне все вроде бы отсоветовали березы. Хоть, ну, в принципе, не поздно сажать еще. Тем более, мне там в группах девочки пишут, что не поздно. Можно все лето сажать те деревья, кустарники, что посажены в этих больших контейнерах. Их можно в любое время пересадить. Так, там у меня под навесом бардак, потому что за этим навесом есть еще навес, который мне перекопали весь. Весь бетон уже убрали. Теперь
Ждем, пока нам привезут щебень и начнут работать мальчики. Но завтра они, по-моему, уходят на другую работу. Взяли работу другую. Но когда они работают по дому, уже не так быстро что-то будет происходить. Конечно, хотелось бы, чтобы все и сразу. Но не получается так. Вот как-то так. Всех благ вам, мои дорогие. Мира вам и благоденствия. Будьте все живы и здоровы. Мяш тахотша.